Добрый день, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Сегодня 1 ноября, последний месяц осени. Скоро 1 декабря будет зима, и до зимы надо все дела огородные доделать. В огороде все скопано, навоз раскидан, все хорошо, но у меня остались цветы. Осталось укрывать роз. Надо выкопать хризантемы мультифлоры и спустить подвал. Вот я хочу это и сделать. Погода у нас сегодня замечательная. Тепло, солнышко. Но, конечно, есть ветерок. А с утра вообще ветра не было. Было очень классно. Я не знаю, конечно, я правильно делаю или неправильно. Но эти хризантемы у нас зимой не смогут зимовать. Они замерзнут. Поэтому сказали, что их надо спустить под пол. Вот так же я хочу с землей прямо положить. Кладу одноразовый пакет. Вот так. И завяжу горлышко, чтобы не высохло. Артур мне объяснил где-то так, если я правильно его поняла. И это можно уже спустить в подвал. Вот в таком виде. Второй куст также отрезаю стебели. Один куст я посадила дома. Не знаю, как будет зимовать. Это у меня первый раз, поэтому я ничего не знаю. Все учатся на ошибках. Корни не высохнут, потому что здесь влажно и закрыто. Вот в таком виде я хочу их спустить в подвал на хранение до весны. Я еще третий куст выкопала с той стороны. Тоже так же хочу сейчас сделать. Кладу в мешочек. И завяжу вот так. Этот куст маленький. Не солнечная сторона была, поэтому, что ли. Вот и все. А как они хорошо пахнут. Я очень люблю запах хризантемы. Люблю запах полыни. Запах хризантемы с чем-то схожий с полынью.
красота и вкуснятина. Насчет хранения хризантемы, кто как делает, подскажите, пожалуйста, мне, я правильно делаю или нет. Как говорится, учатся на ошибках. Как вы мне подскажете, я исправлю. Кто-то говорит, что в теплице надо временно посадить. Но я все равно что-то боюсь, что в теплице зимой замерзнет. Поэтому я решила спустить подвал на хранение. А скоро начнут розочки свистеть, но уже ночью минус 6-7, сильные морозы. Я хочу выстричь розы и на днях хочу их укрывать. Как стойко они стоят. И бутончики есть. Роза — это королева цветов. Конечно, их черенковать бы, но я не умею. Красота какая, посмотрите. Это я дома посажу. Пусть меня дальше радует. А шипы какие? Толстые и колючие. Кусащие. Вот и королева цветов. И колется, и нас радует своими красивыми цветочками, яркими. Соберу себе букетик. Я никогда не думаю, сколько мне сантиметров оставить, как вырезать. Я всегда, как попало, отрезаю. И они у меня никогда не засыхают. Каждый год они меня радуют. Цветут. Я, конечно, не спец, неопытная. Для меня самое главное, пусть розы цветут. Розы, конечно, очень любят навоз. Я и свежий навоз сыплю, и горелый навоз сыплю. Вот и все. На этой стороне я все выстригла. Вот как я их выстригла. На днях я их укрою. Укрою тоже не очень-то тепло. У меня есть укрывной материал. Укрывным материалом накрываю, и как только появится снег, накрываю их еще снегом.
Еще вот здесь 3 куста. Хочу их тоже выстричь. Листья красивые, зеленые. Но скоро холода, поэтому надо их всех выстричь и накрыть укрывным материалом. Виноград тоже спущу и укрою укрывным же материалом. Виноград я укрываю попозже, когда уже будет днем минус 7 градусов. Потому что виноград преет. У меня вот такие хризантемы. Их можно только выстричь, и их можно даже не укрывать. Они перезимуют. Здесь у меня дикие розы, они, хотя и не накрываешь, они не замерзают. Здесь мы держали утят. Они здесь всю траву съели, нагадили везде. И вчера Юля с Салаватом почистили мне сарай навоз и перетащили вот сюда. Там в огороде у меня навоз хватает. Я хочу, чтобы вот здесь навоз прел, приготовился как торф, и раскидать здесь. Здесь вишни растут у меня. Конечно, здесь я не перекопала ничего. Надо бы, конечно, перекопать хотя бы где вишня, разрыхлить, накидать туда навоз. Но в этом году, наверное, так не получится. Может, получится, да, на днях. Хочу вот такие отростки пока оставить. Я их не отрезала. У меня уже вишни старые. Наверное, придется вот этих вишен в следующий год спилить и оставить молодых. Они у меня уже давнышние. Я не знаю, сколько лет им. Пора уже свеженьких сажать. Ну вот так пока. Здесь у меня стоит вот такая тележка. Когда мусор относят дети, когда тяжело, возят с этой тележкой. Им интересно. Еще дел много. Потихоньку доделаю. Надо будет отсюда матрас забрать. Убрать кладовку. Еще вот такая роза здесь. Бордовая. Тоже надо выстричь. И елочки у меня растут. Вот здесь я все перекопала с листьями. И сейчас заново посыпались листья. Вот елка красотулька. Вот еще хризантемы. Только они в этом году почему-то очень бедно цветут. У меня подписчики уже соскучились по звезду Ютуба. Поэтому сейчас я вам покажу. А вот она уже. Тут как тут. Привет! Подписчики по тебе очень соскучились. Поздоровайся с ними. Поздоровайся. Привет, скажи. Ой, ты лезешь уже сразу целоваться, да? Вас Машенька хочет поцеловать.
Да? Айда покажем. Там детишек. Да, вот они кушают. Они уже большие, самостоятельные. Они уже молоко не сосут. Что, маленькие? Что? Звезда Ютуба вас не обижает? Вот отсюда дети все вывезли. Все чисто, убрано. Вот посмотрите, какие они уже большие, пузатенькие. Они кушают овес, пьют чистую воду и подсоленую воду я им даю. Что, маленькая? Что? Интересно тебе, да? Давно я вас не показала. Козочки ухоженные, чистые, сытые. Что, звезда Ютуба? Да, будут вопросы, где еще две козочки. Две козочки уже давно в банках. Они уже в тушенку превратились. Потому что корм дорогой, и сено дорогое, да и со здоровьем. Вы знаете, что я заболела. Поэтому я хочу оставить только звезду Ютуба. Ну, еще вот маленькие еще есть. Они пока будут расти. Две девочки и один мальчик остался. Вот такой кудрявый мальчик, а там две девочки. Красотульки. Конечно, порода хорошая. Жалко, но нет возможности всех сохранить. Что, моя красотуля? Такая нежная, ласковая. Иногда кусается. Но, конечно, кусает не больно губами. Не знаю, целует, не знаю, кусает. А маленькие удивленно смотрят на меня. Да и продолжают кушать. Маленькие. Иди ешь. Вон у нее глазки какие добрые. Ты у меня добрая, да? Да, глазками моргает. Добрая, говорит. Ну да. Добрая ты у меня, когда не бодаешься. Попрощаемся с подписчиками? А? Попрощаемся? Сено в тюках мы сюда только поставили. На сеновал не стали поднимать, потому что мне тяжело подниматься, оттуда спускаться. Ну, конечно, Кирюша спустил бы, но здесь все рядом. Как мне удобно, так и сделала. Здесь у меня куры. Вот эти маленькие цыплята. Выросли они, вон и внутри тоже есть, которых вывела сама курица. Кур у меня очень мало, но вырастут маленькие цыплята, начнут нестись. Я думаю, к весне, после Нового года, они начнут нестись. И будут побольше. Нам этих хватает. Несутся они хорошо. Вот один цыпленок красивый. С шапкой.
Все деревья уже голые. Готовы к зиме. Ну, на этом я с вами прощаюсь. Желаю вам самого доброго, здоровья, удачи и много радости. Всем пока-пока. До следующих встреч.